Якутские полицейские в очередной раз пресекли деятельность игровых залов на территории столицы республики. Для посещения подпольных заведений клиентам выдавали специальные пароли для входа, либо пропускали посетителей по звонку на мобильный телефон. В настоящее время по 2 фактам незаконной организации азартных игр возбуждены уголовные дела. Вильян Бояркин продолжит. Сразу 3 игровых зала были прикрыты полицейскими в один день. Для входа владельцы одного из них даже выдавали специальные пароли посетителям. Другой способ – звонок на мобильный оператор заведения. Стражам порядка вход строго воспрещен. В одном из игровых залов железная дверь была вскрыта специальными средствами. Здесь были изъяты 13 игровых автоматов. Со слов администратора заведения, она в зале оказалась случайно. Следующий зал находился на 2-м этаже, вход в который осуществлялся по отработанной схеме. Впрочем, бойцам ОМОН никакая железная дверь не страшна. Игровые залы находились на 2-м этаже магазина, в автомойке и даже в обычном гараже. За один день полицейские изъяли 41 игровой автомат и 1 рулетку. По 2 фактам незаконной игорной деятельности следователи Следственного комитета возбудили уголовные дела. Суд может приговорить к 6 годам лишения свободы за организацию азартных игр. Но, как правило, никто не признается, где находится владелец заведения. Здесь работаете, да? Нет. А с какой целью находитесь? Поиграть? Игровые залы были открыты неустановленными лицами. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление личности граждан, организовавших незаконную игорную деятельность. Федеральный закон разрешает проведение азартных игр в специальных зонах страны. Это Республика Крым, Краснодарский, Алтайский, Приморский края и Калининград. Якутия в эти зоны не входит. Вильян Бояркин, Александр Князев. Вести. Якутск.